Ну вот такой второй батон уже. Как у нас не получится, людям интересно же. Сергей так порекомендовал. Это все потому, что делаем колбасу. Когда скотину, когда мяса много было, не делали ничего. Ну, мясо, консервировали. Можно и сосиски сделать, мы сейчас колбасу делаем. Будешь еще колбасой меня угощать? Мою зубы-то не сломаю об эту колбасу, это точно. Чуски, да, колбасы. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне и будем готовить домашнюю колбасу. Как говорится, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Вы не представляете, как я сегодня уговаривал делать Машу колбасу. Вот. Нашел рецепт, я говорю: Маша, приготовь мне, пожалуйста, домашнюю колбасу. Маша сначала говорит: нет, не буду ни в какую, но потом посмотрела, я говорю: очень же просто, попробуем. Она говорит: хорошо, с удовольствием попытаемся это сделать. Получится, не получится, это уже другой вопрос, но главное, будем делать. Взяли мы свинину, два кусочка свинины, где-то общим весом килограмм, да ведь? Угу. Или может чуть меньше, или сколько там? Где-то 800. Кило 100. Кило 100 даже. Ну вот общая где-то кило 100. Одна часть тазобедренная без кости И шейная. и шейная часть. Потому что шейная часть у нее, она так больше, цвет такой красненький. И мне понравилась она, когда мы готовим, вот, например, жарим или что, шейная часть, она очень вкусно получается. Режем на кусочки, тут ничего такого нету приготовления этого мяса. Вот. Рецепт будет видеорецепт, как сказать, пошаговый, и немножко приправим этим нашей беседой. Нож сегодня взяла. Нож взяла как топор. Это Сергей так порекомендовал. Это все потому, что делаем колбасу. Вот. Настоящий мясник. Да. Полутопор, полунож, такой тесак. Вот. Остренький. Остренький, потому что Сергей ножеточилка это все. Это не наточили, наверное. Не, я точил. Тебя не было дома, когда я точил. Вот. Ладно, друзья. Режем. Тарелку поближе на себя потяни, потому что ничего не видно, где ты работаешь. Вот. Не очень такая жирная свинина. Специально такую взяли, потому что когда слишком жирно, я думаю, когда будешь заворачивать и потом томить при высокой температуре, это получится у нас, может растаять, и, думаю, пустые пространства колбасы будут. Я так почему-то решил. Не знаю. Взяли свинину, короче. Можно, наверное, из говядины тоже. Вот пока Маша этим занимается. Режем мясо. Да. Шейка она такая, видите ли, более темного цвета. Поэтому я и это самое подумалось. Это нежное, да? Более нежное мясо, да ведь? Угу. Мясо, друзья, у нас все сделано, все на кусочки. И теперь через мясорубку, но сейчас шумненько будет и не очень буду разговаривать. Короче, нам надо пропустить это все дело через мясорубку. Сначала с крупными дырочками и 2 раза поменьше, которые отверстия. Насадка. Что, все? Да, сейчас шумненько будет.
Ну что, друзья, первая партия, так сказать, первый раз, короче, пропустили. И теперь сейчас поменяем насадочку на более мелкую, там вот она. Сейчас это крупное сделали. Еще 2 раза нужно нам пропустить этот фарш. Более мелкой насадкой. Ну вот, как в рецепте сказано, так и будем делать. Это, друзья, у нас второй раз уже, давайте. Да, сейчас третий раз. И еще третий раз. И еще. Тяжело. Второй раз-то было. Что-то фарш трудно туда Не идет, да? ходит, да. Ну вот. Все, друзья. Третьему разу. 3 раза мы такое мутили. Долго. Что-то вот первый раз, когда мясо кусковое было очень быстро, Быстрее. да? Мгм. Через большую дырку Вот. какую-то. Тяжело потом. А уже потом после. уже что-то мясорубка или у нас такая, или что-то вот тяжело Мгм. пошло. Не от того, что мясорубка, наверное, мясо там потом тяжело. Так. Вот такой, друзья, фарш получился. Такой состава более на тесто похожий, давайте. Ну, это мало еще. У нас есть блендер, и по рецепту надо еще пропустить вот через этот блендер. Но до этого надо сначала добавить яйцо вернее, и холодное молоко. Переложили наш фарш в более глубокую тарелку и вот сюда добавляем яйцо. На вот такое количество одно яйцо достаточно. Соль там по вкусу где-то грамм 20 или может чуть побольше. То Маша там посмотрит уже. И тут фишка в чем? Добавляем ледяное молоко, чтобы очень-очень холодное. Мы держали в морозильнике предварительно, ну, чтобы не замерзло, конечно, но очень сильно остывшее. Ну, можно сказать, ледяное. 2 стакана. Ну, сначала давай, Маша, не наливай второй стакан пока. Давай вот вымешаем и посмотрим, какой состав будет. Может будет так, что очень жидкий будет и ничего не получится. Лучше по мере того, как добавлять потом, по мере замешивания. О, все, 400 грамм добавили. Если не получится, конечно же, будет виновата не знаю кто. Не знаю кто. Уже намеки поняла. Все получится. Должно получиться. Раньше, когда... Я вот не знаю, почему, Маша, мы раньше вот это, когда скотину, когда мяса много было, не делали ничего. Мы мясо, консервировали, тушенку делали, дальше сушили мясо, потом часть, конечно, там в свежем виде кушали. Почему-то вот такие дела не делали. И теперь вот уже блендер по маленькому кусочку. Надо было этот. Ну ладно, давай. Ой. Не, я думал, что большую тарелку потом перекладывать. Ну ладно, так пойдет. Так, переливаем мы, друзья,
более такая, чтобы более глубокая посуда осталась свободная, чтобы туда потом. Блендером очень удобнее, ну лучше блендером, и там вообще однородный такой получается, да? И так уже там 3 раза через мясорубку, потом блендером, там очень однородный состав получается. Как бы фарш вот этот. Сосисочный фарш-то есть, да? Он такой и получился, да ведь? И цвета таких сосисок. Без никаких красителей не надо. Цвет приятный очень. Я не знаю, как там будет после термообработки. Ну, короче, дальше, друзья, то же самое. Блендер и кастрюля. Блендер и кастрюля. Не кастрюля, а этот. Миска. И потихоньку так вот. Весь состав. Также можно и сосиски сделать. Мы сейчас колбасу делаем, да, наверное, сосиски также Ну, делать. на сосиски лучше бы, наверное, оболочку купить. Специальную оболочку и так делать. Масса такая получилась однородная у фарша. И решили вот сейчас. Ну, у нас так получилось, что дома пищевая пленка нашлась только узкая такая. Не очень не очень это самое. И я не знаю, как потом будет у нас получаться это все. Но, скорее всего, это уже много машин, наверное. Форму колбаски надо слепить. И закрутить, и чтоб с краев осталось. Осторожненько. Очень плотненько надо сначала его, чтобы воздух весь вышел. Видите, там, видишь, там, Маша, воздух. Надо постепенно прижимать это. Побольше, наверное, было. Или как-то. Первый блин всегда комом, Да, так что... да, не я вот, нервничаем. можно сказать, я это самое, заставил Машу этим заниматься, но думаю, Что получится. получится? Надо вот самое главное вот это завернуть, чтобы плотненько такая, тугонько, чтобы колбаска получилась такая тугонькая, да ведь? Потом ведь будешь с краев этот крутить, и он будет уплотняться. Сначала ты заверни побольше, а потом с краев будешь пальцем крутить. Ну, отрежем и будем крутить так. Все, наверное. Еще надо, чтобы очень плотно было. Да? О. Ну, давай потом отрезай. Это все дело. Отрезай и потом будем крутить. Это у нас тонкая колбаса получилась. Мясо ты пожалел. На следующий раз сама это сама. Вот это у нас. Ну ничего, первый раз что так и. Это простительно. Крутани вот по стол, за края возьми и по столику крутани в мою сторону. Потуже что. Натягивается. Друзья, у нас и второй батон готов. Как завязывали, мне пришлось, мне надо помогать там завязывать, я камеру отключаю. И, вот такой второй батон уже. Потихоньку так. Это, думаю, будет, покушаем, наверное, колбасы домашние-то. Конечно, не очень не ахти получается, как потуже надо бы, конечно. Но опять же, вот все, если будете делать, там пищевую пленку подлиннее возьмите, чтобы это. Ну, короче,
не быть в рамках вот этой пищевой пленки, чтобы раз выложил там на какую-то толщину хотели и все, завернули и все. Тут получается, что когда будешь заворачивать, немножко все равно колбаса растягивается и получается, что не хватает ширины этой пленки. А в длину не получается завернуть, потому что там очень много слоев и это вообще неудобно будет. Ну, вроде как вторая палка нормально, более лучше получилась, дядя Маша. Да. Сразу вот изначально форму колбасы выложь, сделай форму колбасы. И потом побольше сделай, чтобы завернуть. Прижимаешь и потом сейчас одну, мы как делали потом, одну сторону сразу завязали, чтобы не мучаться. Чего смеешься? Да. Будешь еще колбасой меня угощать? Вот и побольше согни. Побольше согни, еще согни, еще. Во, теперь локтем аж вот прижимай. Во, теперь не утруждайся, заворачивай и все. Заворачивай и все. Во. Кускин голодат. Ну, я уже это самое отвлекаться не буду, я снимаю. Я когда будешь завязывать, да, вот это самое, помогу. А тут все мое действие, съемка. Людям интересно, как у нас не получится. Как у нас не получится, людям интересно же. Домашняя колбаса. Что ты смеешься? Это приправа, твоя улыбка будет очень вкусная колбасе. Колбаса, сделанная с улыбкой, это нечто Да, будет. сейчас А тем более у Маши улыбка как волшебная какая-то. Не зря же я влюбился. Чего ты? Как ты будешь есть? Да, думаю, Если не получится. зубы-то не сломаю об эту колбасу, это точно. Ой, блин. Да. Все, пора завязывать, давайте. Да. Все, друзья, отключаюсь опять. Мне просто надо держать и это самое. Отключаюсь ненамного. Короче, вот такие батоны, друзья. Такие батоны получились. Завязали вроде тугонько. Ну, не знаю. Короче, колбаса убежала. Короче, вот у нас там водичка в кастрюле. Чуть-чуть, чтобы не до кипения довести, градусов 80. Потом эту колбасу туда в эту кастрюлю. И заодно уже включили духовку греться. И получается, что духовка на 75 градусов поставлена. И будет 2 часа томиться там в этой кастрюле. Надо еще гнет, ну, чем-то придавить вот эти колбасы. Угу. Крышкой. Ну, там, крышкой, любой тяжестью чем-то придавить, чтобы они в воде были. Вот. Не согрелась еще духовка. Не выключилась еще духовка. Включилась. Все, да? Можно уже? Да. Водичка? Засуй палец. 80 на 80 нагрелась, не нагрелась. Ну там, чтобы она вот, ну посмотри, что вот там закипает. Ну, вроде как вода, ну, примерно на глаз подошла, чуть-чуть не закипела. Сейчас вот в эту кастрюлю мы, друзья, ложим вот наши колбаски домашние. Так, колбаски пошли, все 3 колбаски.
влезли нормально. И теперь еще надо придавить, чтобы они не поднялись. Вот. Слегка вот так вот. Эта крышка... Weiß норма. Нет, немного. Там воздух просто с крышкой ты сильно засовываешь. О. Все. Закрываем и пускай томится. Томиться нужно, напоминаю, 2 часа. А после 2 часов дальше процесс пойдет. Там еще есть такие хитрости тоже маленькие. Что нужно сделать после того, как вытаскиваем будем. Все, засекаем время и ждем. Так, друзья. Ледяная вода. Ледяная вода, вон кусочки льда еще там плавают. Все, у нас прошли 2 часа. Кот даже там чувствует вроде колбасу. Пахнет колбасой. Сейчас вытащим. Что у нас получится? Ничего не могу сказать, конечно. Ничего не могу сказать. Насчет этой. Ну, короче, томили где-то градусе 80 градусов. Термовыдержку такую сделали. Вот. Ну, как было написано в рецепте. Потом скажу, вот, можно осторожно. И самое главное, вот эту колбасу надо резко остудить. Прям резко остудить. Вот. А шипцы-то у тебя есть? Шипцы-то есть. Осторожно только, чтобы не упала и не брызнула на кипяток. Резко. О, батончик. Ну, цвет-то поменяли, беленькими стали. Надо было свекольного сока. Свекольный сок был, да не добавили, давайте. А крышкой тоже прижми. О. Все. Сейчас немножко подождем, пока будет остывать, потом, если вода согреется, выльем, да снова дольем. Ну что, вроде у нас колбаса остыла, сейчас проверим. Самую маленькую, наверное, проверим, да, Маша? Или самую маленькую взяла? Да. Да, самую маленькую. Сейчас вот быстренько высушим. Твердая хоть? Нет, не под рукой. Вроде бы, да. Ну вот цвет поменяла. Я в следующий раз бы я добавил немножко свекольного сока. Чуть-чуть, чтобы ну вот ярко-мясной цвет был бы. Так. Вот такая колбаса, ну-ка. О, там водичка. Немножко надо. Ну, видишь, надо, наверное, все-таки это подождать еще, потом как она, пускай высохнет немножко. Ну-ка. Ого. Колбаса. Чем не колбаса? Немножко, чуть-чуть жидненьковато, да? Или не остыла, но она еще теплая, да? Теплая, да? Ну, значит, рано отрезали. Ну, на хлебушек, так. Колбаса? Чем мне колбаса? Ну да. Надо немножко еще остыть, давайте. Я так понял, она теплая еще. Соль хватило вроде бы. Не пересолила. Дай-ка я чуть-чуть кусочек мне. А, колбаса. Ну, на любителя, конечно.
не очень-то что-то мне зашло, но, наверное, остыть надо. Просто остыть надо. Вот. Вид такой. И цвет такой этот. Надо свекольный сок туда в следующий раз. Вот так. Ну, все, эксперимент прошел. Вот такой эксперимент у нас был с колбасой. С вареной колбасой. Вот. Ну, вроде как форму держит, но чуть-чуть мы раньше вот не стали ждать. Она еще чуть-чуть теплая, надо, чтобы она остыла совсем. Вот. И еще надо для красоты свекольного сока, я думаю, чуть-чуть добавить, чтобы она мясного цвета прибавила, такого розовенького цвета. А так все нормально. Я думаю, пойдет вот для бутербродов, зато домашняя, не магазинская, зато тут мясо. Понимаешь? В этой колбасе уже мясо точно есть. Точно знаем, что там мясо. Полностью мясо. Да? Ничего лишнего. Вот так. Ну что, Маше, честно скажу, вот этот процесс не понравился, говорит, это долго, нудно. Что-нибудь, говорит, полегче надо в следующий раз придумать. Это, говорит, долго. Маше не понравилось. Очки сломались. Очки, пока колбасой занимались, другие очки уже Маша одела. Оправа очков сломалась. Вот, вот это колбаса. Ну да ладно, что потом. Зато сейчас будем кушать колбасу домашнюю. Раз в год-то можно сделать, ничего тут такого сложного нету, в принципе. В следующий раз бы уже точно я добавлю, как уже говорил, свеклы сока. И вот эти колбаски уже точно они остынут подольше и более так нормально будут. Вот. Маша кушает домашнюю колбасу. Ну да. Все. Всем пока, друзья. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Чуски даву колбасы. Позже щойный. Он говорит, я спрашиваю, вкусно нет колбаса? Она говорит, кушать можно. Значит, Домашнее. Собственного приготовления. да. Все, говорим до свидания. Еще раз.